Чемпионат Коми – смотр всех лучших мастеров зального хоккея. Региональный мир флорбола небольшой. Здесь, по сути, все друг друга уже знают, поэтому и примерный расклад сил известен. Но, как говорится, есть нюансы. Например, сборная Усть-Вымя год назад выглядела настоящими мальчиками для битья, пропуская каждый раз по 10-15 мячей. В этом парни из Жишерта по характеру были крепче стали. Например, одному из главных фаворитов, Сыктывкарской красной машине, они уступили лишь в дополнительное время. Регламент турнира оказался жестковат. Пришлось играть по 5 матчей за 2 дня. Сил хватило не всем. Мы вот так вот тоже уже играли на турнирах в таком формате, поэтому мы уменьшили просто время. То есть мы не играем 3 по 20, а мы играем 3 по 15. Ну и команда играет, ясно, что не 2 игры подряд, а перерыв на обед. Сборная Сыктывкара или «Красная машина» – основа и главная надежда Коми Федерации флорбола. Но в матче с усинцами она забуксовала. 3-7, и о золоте можно было забыть. Тем более после победы в рождественском турнире приятную роль фаворита удачно примерил на себя сборная Нефтяного города. Одержав победу во всех 5 матчах, Усинск заслуженно стал чемпионом. Принципиальным чемпионом. Рассчитывали прежде всего, конечно, на победу, на первое место, потому что в рождественском кубке заняли первое место. Хотя и проиграли одну игру тогда при УЗИ. Вот. Сейчас, конечно, надеялись выиграть, потому что это на данный момент у нас единственный проигрыш вообще, сколько мы ездили сюда. В том году мы заняли 3-е место, но не проиграли ни одной игры, было много ничьих. И, конечно, вот хотелось всех прям выиграть. Призовая тройка чемпионата с прошлого года не изменилась. Отличие только в итоговом положении команд. На этот раз Усинск первый, Сыктывкар второй, теперь уже экс-чемпион региона сборная Прилузья третья. Впереди у флорболистов крупный всероссийский турнир. Летом в Сыктывкаре на фестивале неолимпийских видов спорта, на котором наша команда обещает выстрелить. Максим Васильев, телеканал Юрган, Сыктывкар.